Дерево есть. Каркас, железный каркас, обшитый деревом. Из каких материалов выполнены арки, работает ли подсветка, надежно ли закреплены скамейки и урны. Внимание партийного дистанта при проверке качества выполненных работ обращено на все, вплоть до мелочей. Аллея имени Идриса Базоркина в Назрани преобразилась благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Ее запустили в 2017 году. А за этот период в Республике Ингушетия благоустроено более 264 общественных территорий и дворовых территорий. Здесь бы я хотел отметить, что это качество изменения облика наших сел, наших городов. И благодаря вот этому проекту у наших жителей, граждан России, появилась возможность проводить досуг с семьей, с детьми, заняться спортом. В этом году в республике благоустроено 20 общественных и дворовых территорий в 9 муниципальных образованиях. Скверы, аллеи и другие знаковые места привели в порядок за счет федерального и республиканского бюджетов. В этом году на эти цели затратили 127 миллионов рублей, 125 миллионов из них из бюджета страны. Ранее планировалось, что действие федерального проекта формирования комфортной городской среды завершится в 2024 году. Аллея имени Идриса Базоркина визуально выглядит очень эстетично. И такие объекты будут продолжать появляться на территории республики, потому что решением президента Российской Федерации Владимира Путина федеральная программа будет продлена до 2030 года. Такое решение глава нашей страны озвучил на 22-м съезде партии «Единая Россия» 14 декабря. Реализация федерального проекта продолжится в составе национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2025-2030 годы. Ход благоустройства по этой программе находится на особом контроле у главы республики. Партийный десант «Единой России» следит за качеством выполнения работ на протяжении всей стройки. После аллеи имени Базоркина проверяющие направились к прилегающей территории на Сыркордской библиотеке. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители. У каждого есть возможность принять участие в онлайн-голосовании за участок в своем населенном пункте, который, по их мнению, больше всего нуждается в ремонте. Видите, какая красота. Если вы до этого были бы здесь, тут вообще было очень такое неприятное состояние. Так что работа тоже выполнена, как вы видите, на хорошем уровне. Вроде, честно говоря, хотели найти, мы раньше замечаний не нашли. Но если будет замечание, подрядчик в течение 3 лет должен исправлять свою работу. Так что будем следить, это наша обязанность, тоже, как мы сказали, это наш край, наша республика, наша великая Россия. Это инициатива президента страны находится на особом контроле, повторюсь, главы Республики Ингушетия. И наши муниципалитеты стараются максимально 100% отрабатывать. Есть вопросы, связанные с непосредственным периодом благоустройства. Мы эти замечания, если у нас появляются, их обнаруживаем, озвучиваем, и вопрос решается в рабочем порядке. Во всяком случае, за этот период абсолютно каких-то серьезных нареканий, вопросов у нас не возникало. Все объекты в Назрани удовлетворяют требованиям партийной комиссии. Нареканий к качеству выполненных работ у проверяющих не оказалось. Не может не радовать тот факт, что благоустройство территорий в рамках федерального проекта будет продолжено. Каждый двор, любое общественное место могут измениться до неузнаваемости, стать более комфортными и ухоженными. Анастасия Шишина, Султан Булгучев, Магаз 24.